В Сирии обсудили вопрос возвращения таджикских граждан на родину. Из Хатлона в Афганистан обратно отправлены ранее изъятые тысячи экземпляров Корана. Следователи Генпрокуратуры выехали в Сохт в поисках сведений по делу бывшего судьи Рустам Саид Ахмадзода. В Душанбе все здания возводятся согласно плану. Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода на встрече с высокопоставленными представителями правительства Сирии в Дамаске обсудил вопросы возвращения таджикских граждан из сирийских лагерей. Об этом сообщает Департамент информации министра иностранных дел Таджикистана. В частности, отмечается, что Зубайдзода обсудил этот вопрос на встрече с вице-президентом по вопросам безопасности, главой Бюро национальной безопасности Сирии генералом Али Мамлюка. Были обсуждены вопросы сотрудничества в области безопасности и в целом ситуации на Ближнем Востоке. Вопросы репатриации граждан Таджикистана из лагерей, расширения и укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, были обсуждены и на встрече Зубайдулло Зубайдзода с первым заместителем министра иностранных дел по делам мигрантов в Сирии Башаром Джафари. Возвращение таджикских граждан из сирийских лагерей обсуждается с 2019 года. Тогда, 30 апреля 2019 года, из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка, дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака. Некоторые из детей в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам. В июле 2020 года министр иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе сообщал, что в Сирии около 500 граждан Таджикистана находятся в лагерях оппозиционных групп, которые в основном контролируются курдами. Таможенные органы Хатлонской области отправили обратно в Афганистан изъятые ранее тысячи экземпляров священного Корана. Книги были завезены в начале года неким предпринимателем из Афганистана через КПП в Нижнем Пянже и изъяты из соображения безопасности до вынесения заключения по ним Комитета по религии, упорядоченной традиции, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана. Сухроб Закиров, ответственный сотрудник управления таможенной службы в Хатлонской области, на пресс-конференции в Бахтаре заявил, что книги были ввезены в Таджикистан без согласования с Комитетом по религии, и поэтому было решено вернуть их в Афганистан. В феврале этого года хатлонские таможенники сообщили об изъятии тысячи экземпляров Корана. В управлении таможенного комитета по Хатлонской области тогда сказали, что они ожидают разрешения органов ГКНБ и Комитета по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов по поводу продажи или возвращения в Афганистан конфискованных книг. В таможении сообщили, сколько томов Корана содержится в изъятом грузе. Группа следователя Генеральной прокуратуры Таджикистана выехала в Баджунгафуровский район Сагдийской области для расследования дела бывшего судьи Рустама Саид Ахмадзода. 43-летний Рустам Саид Ахмадзода был задержан 29 июня в Душанбе. Бывшему судье суда Баджунгафуровского района инкриминируется превышение служебных полномочий и заведомо ложный донос о преступлении. Рустам Саид Ахмадзода себя виновным не считает. Источник в прокуратуре Баджунгафуровского района 22 июля сообщил, что следственная группа под руководством старшего следователя Генпрокуратуры Таджикистана Хайтмурода Исмаила Зода, в частности, проводит обыск в рабочем кабинете и дома бывшего судьи. Как пишет радио Зоди, некоторые жители Баджунгафуровского района подтвердили, что были опрошены членами следственной группы Генпрокуратуры по делу Рустама Саид Ахмадзода. На беседу вызывает тех, кто когда-либо был на приеме у судьи. Следователи расспрашивают и прохожих на улице, посетителей столовых и магазинов, показывая им фото Рустама Саид Ахмадзода. Задают простые вопросы. Знаком ли вам этот человек? Знакомы ли вы с его образом жизни? Сказал один из местных жителей. Рустам Саид Ахмадзода 1 июля решением суда был помещен под стражу сроком на 2 месяца. Спустя неделю после ареста судьи президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, в котором говорится, что Саид Ахмадзода освобождается от должности за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи. В Душанбе на сегодня нет проблемных строительных объектов, сказал сегодня об этом первый заместитель мэра Душанбе Джамшед Табарзодан на пресс-конференции. Он заявил, что все здания в столице возводятся согласно плану.
В частности, он сообщил, что в конце августа этого года в эксплуатацию будет сдана площадь Истаклалият в Душанбе, и уже в сентябре там пройдут мероприятия, посвященному Дню независимости республики. По плану, эту площадь, к его строительству которой приступили в конце 2019 года, должны были сдать к 30-летию независимости Таджикистана в 2021 году. Что же касается строительства нового зоопарка в Душанбе, то, по словам Табарзуда, вопрос еще не решен. Мэрия ждет, когда предприниматель вложится в его строительство. Работа по поиску инвестора продолжается, и решение будет найдено в ближайшие дни, сказал он. Ранее сообщалось, что проект нового столичного зоопарка уже готов.